Известная поговорка гласит: «Не дели шкуру неубитого зверя». Однако сегодня на рынке недвижимости эта народная мудрость потеряла свою актуальность. И здесь имею в виду долевое строительство. Конечно, с одной стороны, это прекрасная возможность сэкономить приличную сумму денег, приобретая еще не существующую квартиру в еще недостроенном доме. Однако, с другой стороны, как и любое другое вложение в нереализованный проект, оно сопряжено с реальными рисками. И тут вступает в силу другое, не менее известное выражение: «Кто не рискует, тот не пьет шампанское за новоселье». За и против участия в долевом строительстве и как не пополнить списки обманутых дольщиков, узнаем сегодня в выпуске. В эфире «Квадратный метр». Смотрите сегодня. Вместо новой квартиры – долговая яма. Обманутые дольщики, объявленного банкротом Северной строительной компании, боятся остаться не только без страховых выплат, но и потерять возможность когда-нибудь получить обещанное жилье. Вторая очередь строительства многоквартирного дома на улице Каландрашвили заморожена на неопределенный срок. Как не стать жертвой недобросовестного застройщика? Кому не стоит доверять свои кровные? Об этом и о многом другом поговорим со специалистом-экспертом Минстроя Республики Музой Винокуровой. Мнение эксперта: что лучше, вернуть деньги или дождаться завершения затянувшегося строительства? В комментарии адвоката Николая Зубова. Стройку на улице Каландрашвили вполне можно назвать долгостроем. Прошло уже 6 лет с начала строительства и 2 года, как в него должны были заселиться люди. Но более или менее достроенным выглядит только один из 2 обещанных домов. Первая очередь, которые должны были сдать в позапрошлом году, так и стоит замороженной по сей день. А о втором доме и говорить не приходится. Выше 3 этажей стройка не продвинулась, и вряд ли в ближайшее время на ней продолжится работы. Застройщик Северная строительная компания банкрот. Все имущество в таком случае уходит с молотка. При этом больше всех страдают обычные люди, участники долевого строительства, которые доверили немалые суммы застройщику. Максим Слепцов оказался в числе обманутых дольщиков. За несуществующую квартиру он заплатил 2,5 миллиона рублей. В месяц я оплачиваю по 20 тысяч рублей в месяц. Ни за что. За этот объект. Мне еще платить лет 7. 3 года я и так платил ни за что. Сейчас мне еще лет 7 предстоит тоже ни за что платить. В таком же положении оказалась и Анастасия Костоусова. Молодая семья планировала наконец съехать с родительской квартиры в собственное жилье. Однако так новоселья и не дождалась. Мы вступили в этот дом только из-за того, что здесь большая часть квартир была выкуплена мэрией. Для переселения понадеялись на то, что 100% этот дом будет достроен. Но мэрия потом разорвала контракт, договоры с ООО ССК Северной строительной компании, и все, и наш дом до сих пор стоит. Ситуацию не спасла даже страховка, которая якобы гарантировала полную сохранность вкладов и возврат средств в случае фиаско строительства. Однако страховая компания на сегодня, так же как и застройщик, банкрот. Денег на компенсации нет. И в итоге люди остались не только без обещанных квартир, но и с многомиллионными долгами перед банками. Теперь больше всего они боятся того, что стройку так никто и не завершит, а деньги дольщиков просто уйдут в никуда. Но Минстрой Республики уверяют, что без помощи участников строительства не оставят. В целях завершения строительства объекта 9-этажный жилой дом с нежилыми помещениями в 69-м квартале города Якутска первая очередь. Застройщик Северная строительная компания. В рамках процедуры банкротства на основании определения арбитражного суда Республики Саха-Якутия объект будет передан конкурсным управляющим в жилищно-строительный кооператив, созданный участниками долевого строительства. После чего ЖСК вправе привлечь нового застройщика для завершения строительства объекта. Финансирование завершения строительства объекта планируется за счет дополнительных средств дольщиков, а также средств субсидий государственного бюджета Республики Саха-Якутия. Отметим, пока речь идет только о первой очереди, которая находится уже на завершающей стадии. Что будет со вторым домом, пока неизвестно. Здравствуйте, Муза Викторовна. Скажите, пожалуйста, по обманутым дольщикам какова ситуация на сегодня по республике? В настоящий момент в Республике Саха-Якутия насчитывается 18 проблемных объектов и 233 пострадавшего гражданина. Это 8 объектов у нас находятся на территории города Якутска, 10 объектов на территории Республики Саха-Якутия. А в Чорапчинском улусе это объекты ООО «Макрос» и в городе Ленске объект ООО «Северотеплостройсервис». В городе Якутске это такие застройщики, как Северная строительная компания, ООО «Теплосервис», ЖСПК «Стерх» и ООО «Черофикомпания». 3 объекта, которые расположены на Воинской. Создана межведомственная рабочая группа правительства Республики Саха-Якутия под руководством председателя правительства
под руководством заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Никифорова Игоря Германовича с участием органов прокуратуры, ресурсоснабжающих организаций, представителей министерств и ведомств. Целью деятельности данной рабочей группы является выработка механизмов по оказанию содействия и помощи обманутым вкладчикам. По объектам с высокой степенью готовности, это 6 объектов, планируется завершение строительства объекта. Во-первых, это с помощью дополнительного взноса денежного средств самими дольщиками проблемных объектов, а также оказание содействия за счет средств бюджета. Это такие объекты, как многоквартирный жилой дом «Северная строительная компания», первая очередь пока по улице Каландрашвили, объекты ООО «Теплосервис» по улице Автодорожная и объект ЖСПК «Стерх» по улице Пекарского, 6. Там объекты со строительной готовностью на 80-90%. Планируется ввести их в эксплуатацию в течение этого года. Также у нас существует такая отдельная категория граждан, которые так называемые граждане с двойными продажами. Например, застройщик ООО «Теплосервис» продавал одни и те же квартиры по 2-3 раза. Поэтому получилась у нас категория граждан, которые вложили денежные средства без объекта. Таким гражданам у нас будет предусмотрено предоставление социальных выплат за счет средств бюджета. По объектам с низкой степенью готовности рассматриваются различные варианты завершения строительства, например, таких как замена застройщика или передача объекта иному застройщику с условием обременения его обманутыми дольщиками. А почему все-таки обманутых дольщиков у нас становится все больше? Ну, вообще, в целом, увеличение обманутых дольщиков связано, во-первых, с нестабильной экономической ситуацией в стране, в связи с тем, что повышаются ипотечные ставки на кредитование для граждан, в связи с низкой покупательной способностью и, как следствие, невозможность продать квартиры строящиеся и привлекать денежные средства. Ну а также, во-первых, основной причиной появления обманутых дольщиков является нецелевое использование денежных средств. То есть те средства, которые граждане внесли, по идее застройщик должен направлять только на строительство объекта. Однако по результатам проверки оказывается, что застройщик использовал данные средства не по целевому назначению. В этой связи объекты стоят и не достраиваются. А какие меры предпринимаются для того, чтобы защитить права участников долевого строительства? В настоящий момент в республике действует закон о мерах по защите прав граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств, а также механизм оказания содействия помощи такой категории граждан. Значит, с 2012 года обманутым дольщикам предоставлялись социальные выплаты в размере фактически вложенных денежных средств в проблемные объекты. Там было 12 проблемных объектов, строительство которых велось еще с 2000-х годов и по настоящее время не завершено. Вот. В связи с тем, что было нецелесообразно достраивать эти объекты, принималось решение о предоставлении им социальных выплат. А в настоящее время размер социальных выплат пока еще не утвержден. Механизм находится на стадии согласования. В ближайшем времени данный акт мы разместим в средствах массовой информации, ну и на сайте министерства. Вы можете здесь ознакомиться с ним. С 1 января 2017 года, насколько мы знаем, ужесточились правила для застройщиков, которые привлекают средства дольщиков. С чем связаны эти нововведения и показали ли они себя уже в нашей республике? Да, действительно, в июле 2016 года были внесены значительные изменения в 214 федеральный закон. Значит, ну, во-первых, самое главное, что были ужесточены требования к уставному капиталу застройщика, привлекающего денежные средства на строительство жилья. Так, например, минимальный уставной капитал должен составлять не менее 2,5 миллионов рублей. Также вменена обязанность застройщику размещать проектную декларацию на сайте и в интернете, а также до прохождения государственной регистрации договора получать заключение от Управления государственного строительного и жилищного надзора. Также очень большое новшество было у нас введено тем, что были отменены страхования договоров долевого участия. Вместо этого постановлением Российской Федерации от 7 декабря 2016 года у нас теперь появилось такое понятие, как компенсационный фонд по защите обманутых дольщиков. Значит, с 1
с 1 января 2017 года застройщик обязан уплачивать 1% от суммы строительства объекта в данный компенсационный фонд. Средства данного компенсационного фонда могут быть потрачены только на предоставление социальных выплат обманутым дольщикам, либо застройщику, взявшему на себя завершение строительства проблемного объекта. Данное новшество касается только тех объектов, разрешение на строительство по которым получено после 1 января 2017 года. Поэтому, конечно, на сегодняшний момент данный механизм у нас не работает. А каким образом можно обезопасить дольщиков? Граждане при заключении договоров на приобретение жилья должны быть бдительны и внимательны. Не заключать договора, например, займов, накопления, паевых каких-то взносов, заключать договора долевого участия, которые должны обязательно проходить государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственного кадастра и картографии. Обязательно проверять сведения о застройщике. Обязательно проверять наличие проектной документации, документов на землю, всю исполнительную первичную документацию на объект. Разрешение на строительство выдано, не выдано застройщику. Потому что в настоящий момент есть такая еще категория граждан, которые вложили денежные средства в объекты самовольной постройки. Вернуть свои деньги получится только в том случае, если эти деньги у застройщика есть. Да? Как вариант, может быть, нет денег, но есть какое-то имущество, на которое потом, может быть, неважно, в рамках процедуры банкротства или в рамках исполнительного производства, на которое может быть наложен арест, реализовано и получены деньги. Да? Поэтому все будет, каждый конкретный случай он индивидуально, тут я только повторюсь. Поэтому, если видно, что предприятие работает или находится на плаву, конечно, можно лучше предъявить требования вернуть деньги. В каких-то случаях другого варианта не остается, как вкладываться еще и достраиваться. С 2012 по 2015 годы республика поддержала соцвыплатами порядка 300 обманутых дольщиков на общую сумму 190 миллионов рублей. Помимо этого, еще 73 дольщикам, участникам строительства за пределами республики, выплатили 166 миллионов рублей. Итого, в общей сложности 350 миллионов рублей бюджетных средств направили на компенсации пострадавшим. Однако, насколько рентабельны такие затраты? Еще в конце прошлого года замминистра строительства России Олег Бетин высказался по поводу компенсационного фонда. Он не должен заниматься санацией плохих компаний. Его главная задача – финансировать достройку жилья и передачу квартир дольщикам. Возможно, именно такой подход поможет улучшить ситуацию, и ответственность, наконец, понесут именно те, кто недобросовестно подошел к своим обязательствам. А люди, наконец, получат то, за что отдавали свои деньги. Это был «Квадратный метр». До свидания.